Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет репортаж с закрытия республиканского фестиваля «Сахар-Рок-2007». Но вначале несколько слов о наиболее значимых событиях последних дней. Здравствуйте. В трехчасовой первомайской демонстрации в Якутске приняло участие 83 тысячи человек. И это абсолютный рекорд для Якутска. Еще никогда, даже в советские времена, так много демонстрантов не выходило на улицы столицы республики. Но, впрочем, были и другие отличительные черты. Среди явных проколов можно отметить промах колонны Пригородного. В ее главе оказался автомобиль с неподходящей надписью на лобовом стекле «Nicht kapitulieren». Не сдаваться, да. Да. Но, впрочем, позитивных перемен или примет, можно сказать, было гораздо больше. И я бы сказал так, что в этом году колонны были действительно очень нарядные и неформально оформлены. Организация «Женщины против преступности» будет сотрудничать с УВД Якутска. Начальник управления Сергей Кондаков на встрече с представителями этой организации договорился о сотрудничестве в 2007 году, а также был подписан план совместной работы. Этот план предполагает, что Управление внутренних дел будет оказывать содействие этой женской организации в исполнении ее уставных требований. Кроме того, УВД и «Женщины против преступности» будут проводить совместные культурные акции, в том числе с привлечением женсовета УВД. Да, ну и, пожалуй, еще нужно заметить, что прежде вот эта организация работала только с Министерством внутренних дел, а теперь вот еще и со столичным управлением. Якутская лайка с монгольской кличкой Тугрик оказалась самой удачливой на всероссийской выставке собак «Кубок главы Якутска». Выставка прошла в воскресенье. Своему владельцу, предпринимателю Герману Арбугаеву, Тугрик принес, конечно же, помимо морального удовлетворения и 20 килограммов призового корма, еще и ценный приз – телевизор. Всего в течение 2 дней в ринге вышло 627 собак 62 пород. Это рекорд среди якутских выставок за все время проведения. Да, и этим выставка не только этим отличилась, но была еще очень интересная программа. Но, впрочем, более подробно мы об этом расскажем завтра. А вчера в Якутске началось долгоиграющее событие – чемпионат России по боксу. До выходных дней на турнире пройдут отборочные бои. Отмечу лишь, что самый именитый якутский боксер Георгий Балакшин проведет бой завтра. Накануне 1 мая в Якутске закрылся республиканский рок-фестиваль «Сахар-Рок». Союз музыкантов Якутска представил на суд специалистов и публики очередную серию из 18 начинающих команд. Только 2 из них были якутскоязычные, однако именно на их долю выпала большая часть положительных оценок жюри и восторженных эмоций публики. Домашнее задание. Нужно было взять старенькую какую-нибудь попсовую песенку и переделать ее, сделать рок-обработку. Вот это вы сейчас и услышите. Frozen East. Я понимаю, что у каждого свой почерк, но помоги, не отвлекай на себя внимание лишь. И старайся слушать то, что ты делаешь. Старайся в первую очередь слушать коллектив других музыкантов, слушать их идеи. Вот. Давайте я про звук скажу. Все-таки я себя тоже хотелось бы сделать замечание, особенно по процессорам. Процессоры используются на концертах, но сразу говорю, вырубаются сразу все дилеи, харуса и все эффекты, которые размазывают. Вчера, наверное, обратили внимание, некоторые группы звучат, некоторые вообще не звучат, хотя все то же самое стоит. Я как старый музыкант, да, 17 лет первый раз вышел на эту сцену, это в 90-м году, еще гитаристом. У нас оборудование было максимально простое. Это обыкновенные боссовские примочки, там, дисторшн, да. Его хватало вот так вот просто, понимаешь. Чем проще у вас от гитары идет комбик, линия проще, тем у вас чище звук, вот правильно уже говорили ребята, да. И не обязательно, да, тот же драйв, когда вы делаете, да, дисторшн, не обязательно на полную. Если вы делаете на полную, у вас просто динамика игры сливается. Если кто слушал группу Маркюмирус, да, если не ругался, я так и их не убедил. Они привыкли на полную, не знаю, короче, слышали, что там записалось. Если бы можно было присуждать какие-то там премии за попытку какой-то сделать звук и за звук на выступлении, я бы за 103 опять. Да, потому что очень звук просто, был да. самый плотный. Простенький.
И не важно, что у вас гитара китайская, да, не важно. Я знаю таких гитаристов, что у них в пальцах такой звук. Китайская гитара звучит просто как, знаете. Общение усложняется с аппаратурой. То есть человек иногда просто от волнения становится. Ну вроде звучит, ну что, поехали, и все. Пока этот фестиваль, я думаю, только зарождается, конечно, финансовый вопрос, он очень тяжелый сейчас. Это в 90-х годах, когда начиналось, да, там все партия комсомол платила за это дело, и шикарно было. А сейчас эти деньги достаются, то с груд, то отсюда, ну просто у Ники спросите, очень тяжело, понимаете. Что, во-первых, из-за того, что был траур, несколько мероприятий было перенесено на пятницу. Из-за этого у нас сами с аппаратурой вышли, что они пока с одного везли к нам, поэтому у нас было мало времени чекаться. Тем не менее, в принципе, я считаю, в этот раз прошло уже чуть выше, да, ступени, чем в прошлом году. Во-первых, Больше всего понравилось то, что появились новые музыканты, новые команды, которых до этого не было ни слышно, ни видно. Но они в первый раз взяли и выстрелили. И вот мы с Давидом общались уже долгое время после фестиваля по этому поводу. Очень порадовала та ситуация, то, что она и порадовала, и насторожила. То есть, по большому счету, мы пришли к такому мнению, что команды из Хатас, из Житая, из того же Максоголовка, из Алдана, они очень сильно выделялись на фоне наших местных команд. И я думаю, что многим стоит сделать выводы из этого. Дрожащие у виска, в глазах стоит тоска. Красная заря светит для руки, прячу нервный взгляд среди голых стен. Позади война, память прошлых лет, там, где нет тебя, больше нет побед. Чужой среди людей, позади война. Артем, через год кого вспомнишь? Я думаю, обязательно вспомню ребят из Алдана, Империю грез. И я думаю, что обязательно вспомню команду из Житая, я уже не помню, «Своя реальность», по-моему, название, там молодой гитарист дал жару. Это которые подростки совсем еще. Да, я думаю, 103, конечно же, 103. И дай бог в течение этого года, чтобы какие-то моменты не дали им свернуть в пути, чтобы были люди, которые им помогут, и чтобы у них хватило сил, энергии и уверенности в себе продолжать это. На сегодня все. Встретимся завтра. Всего доброго.